На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Под крылом самолета. Не обсуждайте между собой там. Мне жена сразу сказала, я тебя из дома выгоню. О чем Фарид Мухаммедшин говорил с сотрудниками Казанского авиационного завода, выслушал Дмитрий Аринин. Новый учебный год в обновленном здании. Стало красивее, учиться даже приятнее стало. В каком облике Алексеевский аграрный колледж встретил своих учеников, увидела Зарина Ахметова. Имени героя. Красивая она. В Лаишеве открылась обновленная школа имени Бориса Кузнецова. Какой она стала, увидел Ирамин Шайдуллин. Чудотворный образ грузинской иконы Божьей Матери собрал сотни верующих в Раивской обители. Мы к этой иконе всегда прикладываемся, приезжаем, когда можем. Крестным ходом в престольный праздник вместе со всеми прошла и Юлия Муратова. Они ставят на крылья самолеты и обеспечивают обороноспособность страны. Сегодня на Казанском авиационном заводе прошла большая встреча. Как дела на производстве, что волнует дома и как относятся к федеральной идее перехода на 4-дневную рабочую неделю. Об этом Фарид Мухаммедшин говорил с рабочими. Встреча шла у главного детища предприятия, обновленного ракетоносца Ту-160, из-под крыла легендарного «Белого лебедя» Дмитрия Аринина. Здравствуйте. Краткая экскурсия по цехам и обстоятельный разговор с работниками. Такой формат визита Фарида Мухаммедшина на Казанский авиационный. Место встречи – главная гордость завода – ракетоносец Ту-160. Уже со следующей недели мы эту машину планируем отдать в эксплуатацию. И получить за отработанные деньги. Так точно. Самое главное, самое приятное. Как настроение? Отлично. Как рассказали на встрече, заказов у завода сейчас достаточно. Одних только Ту-160 для Минобороны делают 10 штук. Ракетоносец Ту-160 в истории военной авиации является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом. Проект его модернизации предполагает установку нового радиооборудования, систем навигации и вооружения. Чтобы отправить в небо этого белого лебедя, на заводе восстановили уникальные советские технологии. Отработана технология. На сегодняшний день успешно ведется сварка и отжиг боевых деталей. На встрече с рабочими Фарид Мухаммедшин интересовался, будут ли дела идти лучше, если перейти на 4-дневку. Это сейчас активно обсуждается на федеральном уровне. Как народ думает? Может, на 3 оставить на неделю? Не обсуждайте между собой там. Мне жена сразу сказала, я тебя из дома выгоню. Вы должны сделать больше, чем сделали бы вы за 4 дня, чем за 5 дней. Мы же не можем уменьшить объем работы. Сами рабочие спрашивали, что можно сделать, чтобы получить звание ветеран труда стало проще. Очень много заводчан, которые работают больше 30 лет на предприятии. И не можем получить звание ветерана труда. Постараемся еще раз в федеральном центре добиться поддержки этих изменений в федеральных нормативных документах. И тогда наши республиканские возможности вырастут. Еще заводчане интересуются, будут ли в Казани больше строить садиков. Ответ – да. В этом помогут нацпроекты. Просят учредить и отдельные звания специально для авиастроителей. Заслуженный авиастроитель Татарстана нету, хотя есть там заслуженный машиностроитель Татарстана. Давайте подумаем. Вообще у нас 44 направления заслуженных. Заслуженный агроном, заслуженный ветврач, заслуженный врач. Сейчас на Казанском заводе работают без малого 8 тысяч авиастроителей. Встреча очень понравилась, хорошо, спасибо, как говорится, что они к нам пришли, то, что нас не забывают, что поддерживают авиационный завод. Увидели Мухаммедшина Фарида Хайрулловича, очень было приятно познакомиться. Ответили на все наши вопросы, какие мы задавали. Действительно в глазах увидел желание помочь, заинтересованность в этих вопросах. В мае этого года на заводе был Владимир Путин. Предприятию он дал высокую оценку. В целом, считаю, мы можем быть довольны тем, как развивается предприятие и по его техническому оснащению, и по подготовке кадров, и самое главное, по продукции, которую они выпускают. В этом году Казанский авиазавод уже произвел продукции на 12 миллиардов рублей. В планах нарастить объемы более чем в 2 раза. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Нурлатские аграрии первыми в Татарстане завершили уборку зерновых. Результатами работы на полях они поделились с президентом республики. В телеграмме поблагодарили за поддержку. Урожайность в районе 32 центнера с гектара. В целом по республике уборка зерновых и зернобобовых культур выполнена на 78%. Намолотили более 3 миллионов 300 тысяч тонн. Лидеры урожайности – Заинский, Мамадышский и Сармановский районы. Учиться будущим аграриям теперь стало куда комфортнее. В Алексеевском аграрном колледже завершился капитальный ремонт. Таким студенты его еще не видели. 100 миллионов были выделены в рамках нацпроекта образования. Только в этом году здесь выпустили 120 специалистов. И 100 из них остались работать в районе. Зарина Ахметова увидела, как теперь постигают аграрные науки. Новая мебель, новая обстановка. Первая беседа на уроке английского о приятных изменениях. Их ощутил каждый, только переступив порог заведения. Студенты говорят, даже тяга к знаниям стала сильнее. Стало значительно лучше до этого. Нужен был ремонт. Как бы уже давно здание было построено. Сейчас после ремонта стало красивее. Учиться даже приятнее стало. Будущие агрономы и трактористы, механики и повары. Специалистов теперь готовят в обновленных классах. Где-то стены не просто отремонтировали, а построили заново. Так, к примеру, химия стала ближе студентам. Сейчас вход у нас в лабораторию через аудиторию. Сейчас стало так удобнее, потому что вход был через коридор. Стало удобно, красиво, хорошо работать, приятно. Полностью поменяли пол, отопительную систему, стены и оконные блоки. Чтобы свет знаний всегда светил ученикам, здесь полностью заменили освещение. Установили энергосберегающие лампы. Появился в колледже бесплатный Wi-Fi. Теперь к нему может подключиться абсолютно каждый. Мы воплотили свою мечту, потратили на ремонт Алексеевского аграрного колледжа для капитального ремонта около 100 миллионов. Сжатые сроки выполнены все эти работы с середины мая по сегодняшний день. Помог нацпроект образования. Коснулся ремонт не только учебного корпуса, но и общежития. Появился у студентов и свой небольшой садик. Сделали брусчатку, посадили цветы, сделали освещение и... Такое ощущение, как будто в Казани находишься. На перемене можно выйти на улицу, дышать свежим воздухом. Остались последние штрихи. Скоро сюда привезут новые тракторы, комбайны и другую сельхозтехнику. Откроют и модульный класс для механиков, где ребят будут готовить по стандартам WorldSkills. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Алексеевский район. В прежний класс, как в первый раз в Лаишево, распахнула двери обновленная школа имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. На открытие Борис Кириллович пришел лично и сам все лето следил за ходом работ. Напомним, школу стали ремонтировать по поручению Рустама Минниханова. Насколько она изменилась после ремонта, увидел и Рамиль Шайдулин. Тот самый случай, когда ученики поют от чистого сердца. Теперь их школа лучшая в районе. И снаружи, и внутри ремонт, как с иголочки. Мне нравится эта школа. Красивая она. Мои двоюродные братья раньше сюда ходили. После этого я понимаю, что здесь, в этой школе, хорошо. По вечерам домой ходила и видела, какая она красивая за днями становится. Это видели лаишевцы и сам Борис Кириллович. Все время ремонта ветеран осматривал ход работ, а потом пришел и на открытие. А вот такое она распахнула двери 2 сентября, полностью обновленной и уже с единой концепцией. Обратите внимание на вывески, элементы настоящего советского ампира. На эту кропотливую работу потратили 67,5 миллионов рублей. Так местные власти откликнулись на прошлогоднее замечание Рустама Минниханова о том, что школу имени Героя нужно привести в порядок. В рамках капитального ремонта было выполнено 8 видов работ. Главой администрации района было принято дополнительное решение о выделении дополнительных средств на сумму 13 миллионов 481 тысяча рублей на приобретение оборудования. У каждого школьника по инструменту, и все вместе на них они играют музыку. Такое ноу-хау появилось с открытия. Проект больше, чем урок музыки. То есть вот такой ансамбль будет в каждом классе с 5 по 8 класс. Учебный год мы хотим завершить гала-концертом. А пока репетиции и, главное, учеба. За парты обновленной школы сели 422 ученика. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Лаишево.
Более 12 тысяч абитуриентов зачисляют в Казанский федеральный университет в этом году. Из них около 2500 иностранцев. Об этом сегодня рассказал ректор Ильшат Гафуров. По его словам, на подготовку полилингвальных специалистов из бюджета Татарстана выделено более 50 миллионов рублей. Молодые педагоги будут обучаться на 3 языках. После окончания 3 года должны будут работать в школах республики. В этом году специальность получили около 36,5 тысяч студентов. Большая часть из них трудоустраиваются на предприятиях Татарстана. Молодежь в реальном секторе экономики оценили в федеральном министерстве. Опыт Татарстана в разных областях можно тиражировать, а то, что вы говорите о подготовке наших студентов, среднего профессионального образования, да, это бесспорно, потому что вообще в области образования Татарстан показывает очень хорошие результаты. В Елабуге концерты из Москвы будут смотреть в режиме онлайн. В рамках нацпроекта «Культура» здесь сегодня появился виртуальный зал. Радость горожан разделила заместитель председателя Госсовета Татьяна Ларионова. Также она приняла участие в заседании Координационного совета Ассамблеи народов Татарстана в Елабужском районе. Пообщалась с представителями национальных диаспор, а после посетила гериатрический кабинет. Открылся он в июле этого года в рамках нацпроекта «Демография». Здесь до конца года более 1300 жителей Елабужского района старше 65 лет пройдут медобследование. Мы говорим о продолжительности жизни. Сегодня ставится задача, что продолжительность жизни должна возрасти до 78 лет. У нас пока нет еще 73, хотя Татарстан здесь впереди многих регионов Российской Федерации. Оплата соципотеки мат-капиталом. Госжилфонд республики возобновил прием денег из материнского капитала в счет оплаты по договорам социальной ипотеки. Для этого семье нужно обратиться в межрегиональное представительство фонда и получить справку. Также понадобится и выписка из реестра членов кооператива. Затем обратиться в отделение пенсионного фонда. Полный список документов есть на сайте Госжилфонда. А как Госжилфонд вернул мат-капитал в соципотеку, читайте в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. До выборов депутатов Госсовета 4 дня. Мы получили списки наших избирателей. Как готовятся к нему избирательные участки, расскажет Салават Мухаммадулян. Чудотворный образ грузинской иконы Божьей Матери собрал сотни верующих в Раивской обители. Мы к этой иконе всегда прикладываемся, приезжаем, когда можем. Крестным ходом в престольный праздник вместе со всеми прошла и Юлия Муратова. Развитие сотрудничества и укрепление российско-казахстанских связей. Эти вопросы премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил с генконсулом Казахстана в Казани Жанбалатом Мурзалиным. Встреча прошла сегодня в Доме правительства. Помимо основных тем говорили и о WorldSkills. Алексей Песошин передал слова благодарности премьер-министру Казахстана Аскару Мамину за участие в церемонии открытия 45-го мирового чемпионата. Всего 4 дня до выборов депутатов Госсовета. Сегодня Центральная избирательная комиссия республики сообщила о полной готовности. Бюллетени распечатаны, участки оформляются, завершается формирование списков избирателей и наблюдателей. 8 сентября откроется 2811 участков. В них ждут почти 3 миллиона избирателей. Последние штрихи увидел и Салават Мухаммадулин. В территориальной избирательной комиссии мы получили списки наших избирателей. Списки готовы, комиссия в полном составе. Это ТИК по улице Ярулина. 8 сентября здесь проголосуют 1600 человек. Среди них много избирателей и из других городов и районов. Савелий Маслов из Елабуги, первокурсник, говорит, не мог упустить возможность проголосовать первый раз в жизни. Я решил сделать этот важный шаг в жизни любого человека и проголосовать, потому что я люблю свой родной край, свою республику Татарстан. Для начала голосования на участке не хватает только специальных кабинок и бюллетеней. Их завезут 7-го. На сегодняшний день оформлен информационный стенд для избирателей и вся та документация, которую мы получили. Со всеми ТИКами сегодня связались из Центра избиркома. Здесь прошло последнее перед выборами заседание по видеосвязи. Списки наблюдателей, оформление помещений, уточнение списка голосующих. Вопросов по ним быть не должно. В день голосования комиссиям поможет и специальное приложение «Избиратель Татарстана». Возможность видеофиксации тех избирательных действий, которые будут происходить. Кроме этого, территориальные комиссии, все без исключения, у нас оснащены системой видеонаблюдения.
наблюдения. 7 сентября на участках должна пройти дополнительная приемка помещений для голосования. Электроэнергия, связь, урны – все должно быть по регламенту и без перебоев, чтобы в день выборов членов избирательных комиссий ничего не отвлекало. Салават Мухаммадуллин, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Казань. Когда на связи со всеми избирательными участками, сегодня в республике начал работу ситуационный центр «Единой России». Это партийный центр управления полетами в день выборов. Здесь партия аккумулирует всю информацию о ходе голосования на избирательных участках. Сюда будут стекаться все данные от наблюдателей, а также будут анализировать итоги экзит-полов. Это и через онлайн-сервис «Мой депутат», и по партийной видеоконференц-связи, и через колл-центр. Координировать всю работу наших наблюдателей, а это 2811 избирательных участков, и мы на все участки обеспечили наших наблюдателей, которые будут следить за частотой голосования, за самой обстановкой на избирательных участках, информировать ситуационный центр, и в случае чего мы будем подключаться, и наши юридические службы и так далее. Встречаются с населением, раздают листовки, обучают наблюдателей. Так к предстоящим выборам в Госсовет Республики готовятся в Татарстанском отделении партии «Справедливая Россия». На заседании сэры обучили больше 1000 наблюдателей, которые в воскресенье будут работать на избирательных участках. Кроме того, представители партии ежедневно встречаются с населением, раздают агитматериалы. Самое главное для нас сегодня – это обеспечение честных выборов. Пойдут ли жители республики голосовать и почему важно сделать выбор, мы узнали на улицах Казани, Челнов и в Альметьевске. Обязательно пойдем. Это наше будущее. Мы выбираем нашего будущего депутата. Пойдем обязательно. Святая обязанность каждого гражданина. Ходим по привычке, да все. Я хочу, чтобы мой голос был именно моим, а не кто-то там за меня голосовал. Да, пойду. А почему? Потому что это наш долг. Скорее всего, нет, наверное. Думаю, что на выборы надо ходить, потому что от этого зависит состояние нашей жизни. Для того, чтобы наше будущее было достойным. 8-го обязательно мы пойдем на выборы, потому что от этого зависит наше будущее. Никогда не понимала, когда люди говорят, что я не хожу на выборы, потому что от меня ничего не зависит. Как раз таки от нас зависит то, что будет происходить завтра, послезавтра. Прийти на выборы, я считаю, это очень важный способ демонстрации своей какой-то вот гражданской позиции. А уж как голосовать, это вопрос, как говорится, взглядов, позиций. Воскресенье – знаменательный день, очень важный для нас с вами. Выборы в парламент Республики Татарстан, Государственный совет. Мы отвечаем за наше с вами будущее. МФЦ сегодня завершает прием заявок на смену места для голосования. Теперь, если необходимо выбрать удобный участок для волеизъявления, можно только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. Заявление принимают с завтрашнего дня и до 14 часов 7 сентября. Для изменения места голосования нужен лишь паспорт. Адреса участков для голосования размещены на сайте ЦИК. Компания «Нижнекамскнефтехим» приняла юбилейную 25-ю отраслевую спартакиаду Татарстанской республиканской организации «Росхимпрофсоюза». В этом году ее посвятили 90-летию Николая Лемаева. Проигравших не должно быть. 400 представителей нефтехимической отрасли республики на протяжении 2 дней боролись за звание лучшего по таким направлениям, как шведская эстафета, перетягивание каната, волейбол, футбол, настольный теннис и шахматы. Команда сильная, но с Нижнекамском будет тяжело соперничать. Все-таки Нижнекамск дает высокую планку. Поддержать свои команды приехали первые лица компании нефтехимической отрасли республики, а также представители Росхимпрофсоюза. Всегда мы рады приезжать сюда, потому что замечательные лагеря, олимпийцы, юность, начиная от размещения, питания, и, конечно же, организации спортивных мероприятий. На этот раз соревновались 9 коллективов из Казани, Нижнекамска и Менделеевска. Вне зависимости от количества и статуса соперников, нижнекамские нефтехимики всегда стремятся к победе. С 25 лет 22 раза наша команда показывала лучшие результаты. Будем надеяться, что они не потеряли ничего. По итогам всех этапов соревнований сотрудники Нижнекамскнефтехима кубок спартакиады снова оставили дома. Крутые виражи на пути к большим победам. В Камских Полянах прошли соревнования по автокроссу на Кубок Таиф-НК и мини-багги на Кубок Республики. Как покоряли трассу будущие герои спорта, увидел Рамиль Галюлин.
Прогретый двигатель, экипировка и серьезный настрой. Хоть за рулем этих маленьких авто дети, они на недетской скорости мчатся к победе. На соревнованиях лучшие картингисты Татарстана и соседних республик. Ездил на D3 юниор, ездил на картинге, на баги. Перепробовал, можно сказать, все. И на питбайке. Вот. Спорт очень интересный, автомотоспорт никогда не надоедает. В Кубке Таиф участвуем первый раз. Приехало 4 машины. Класс Honda, 2 машины Стриж и Пилот. 9-й год подряд соревнования по картингу собирают на старте юных гонщиков. С каждым годом география участников расширяется. На этот раз присоединились гости из 18 городов. Всего полсотни спортсменов боролись за кубок чемпионата республики и кубок Таиф НК в классах Пилот, Стриж и 125 стандарт. Новинка этого года – гонки на автомобилях АК. Я раньше ездила на баги, занимаюсь 6 лет. На окушке сейчас первый раз. Если честно, страшно, но я буду бороться за первое место. До этого катался на баги. Сегодня первый раз сел на окушку. Думали, будет первое место, а оказалось второе. Из-за моей ошибки. Спортивный праздник организован при поддержке Таиф НК. Неизменной площадкой для проведения соревнований по картингу стала трасса в Камских Полянах. С удовольствием к нам приезжают все участники. У нас замечательные призы. Единственное соревнование, где мы не берем стартовый взнос, то есть все бесплатно. Это и питание, и размещение. Поддержка группы Таиф НК у нас есть. Поддержка главы администрации местного здесь есть. А пока вперед к победе. Без памятных кубков, медалей и призов не остался никто. Организаторы позаботились, чтобы каждый участник гонок был отмечен заслуженной наградой. Рамиль Галиуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Камские Поляны. Татарстан глазами финна. Актер Вилли Хаапасала, известный по фильму «Особенности национальной охоты», снял фильм о нашей республике. Накануне он презентовал его в Хельсинки. 3 первые серии уже появились в интернете в свободном доступе. Каким Татарстан видят жители соседней страны, поинтересовалась Зарина Ахметова. Рядовой Хаапасала, рота охраны аэродрома. Его знает каждый житель России. Вилли Хаапасала в русском кино появлялся не раз. Теперь он снимает фильм о нашей стране, а точнее о Республике Татарстан. Это кадры с презентации многонационального Татарстана в Хельсинки. Уже сегодня 3 из 10 серий можно посмотреть на финской медиаплатформе. Там и то, как Вилли гуляет по центру Казани, и как общается с помощником президента республики и имамом мечети Марджани, и даже как готовит традиционный балеш. Все, конечно, на финском. Я в училище финский изучал. Зато все герои местные. За 2 недели съемочная группа побывала в Свияжске, Камском Устье, Тетюшах, Болгаре, Чистополе, Челнах, Елабуге и Лаишевском районе. Задача – рассказать о местных обычаях, кухне, культуре и людях. Столько народов, которые живет в этой как-то области, 130 с чем-то, по-моему, да? Национальность, да, живут. И мирно живут. И разные религии. И это просто такой показатель в сегодняшнем мире, что это дорогого стоит. Это больше всего впечатлило гостей из Финляндии. Тогда, больше 2 месяцев назад, съемки только начинались. Теперь по следам Вилли Хаапасала создали маршрут. Он включает все те региональные центры, что удалось посетить известному финну. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. Раифский монастырь сегодня отметил свой престольный праздник грузинской иконы Божьей Матери. Чудотворный образ собрал сотни православных со всей России. Вместе с иконой они прошли крестным ходом и приложились к святыне на богослужение. Однако сегодня для верующих открылись не только двери храма. Подробности у Юлии Муратовой. Под колокольный благовест священнослужители Раифской обители сегодня встретили сотни верующих. Православные со всей России прошли крестным ходом с грузинской иконой Божьей Матери. Чествуя чудотворный образ, Раифский Богородицкий монастырь сегодня отмечает престольный праздник. Если праздник наступает, знаем, что нужно подготовиться. И нас тут даже ждут, как бы сказать. Нас зовет Божья Матерь сюда, чтобы мы могли с ней поговорить, исповедоваться перед ней, поплакаться перед ней. Она обязательно поможет. Грузинская Божья Матерь – один из более 300 известных образов Пресвятой Богородицы. Раифский монастырь хранит ее копию. Оригинал иконы исчез так же загадочно, как и появился, оставив после себя многочисленные истории чудесных исцелений. Мы к этой иконе всегда прикладываемся, приезжаем, когда можем. А сегодня мы вот пришли узнать, мы хотим крестить внучку мою.
Веря в силу иконы, прочитать молитву и приложиться к ней здесь смог каждый. Праздничное богослужение провел епископ Иннокентий впервые после назначения викарным архиереем Казанской епархии. На богородичные праздники всегда больше людей собирается. И действительно, потому что к пустому, во-первых, источнику никто не пойдет, а народ чувствует, ощущает от нее ответ на свои молитвы, на свои скорбные просьбы какие-то, или даже радостные просьбы, они чаще бывают реже, и поэтому прибегает к ней за помощью, за молитвой, и чтобы поблагодарить. Раифа, богатая святынями и живописными местами, теперь представила и свою не менее богатую историю. Свои двери для посетителей открыл музей монастыря. Каждый этаж – век из его истории. Переходя с 3-го этажа на 4-й, мы выходим из мрачного 20 века в историю Раифы. Возрождаться обитель начала лишь в 90-х. Тогда монастырские постройки были сохранены лишь на 16%. А сейчас ее тихое величие можно увидеть с этой смотровой площадки. В ближайших планах раифского духовенства открыть монашеское поселение в Лаишевском районе. Юлия Муратова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. У меня на этом все. Далее о погоде, после чего на ТНВ вызов 112. Эльвира Фазлиева уже в студии. Передадим ей слово. Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой. Где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира. Спасибо Татарстану, спасибо Казани! Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город». Казань. 222 55 00. И вы скажете: «Я вижу». В этом месяце хирургия катаракты 29 500 рублей. Клиника «Третий глаз» 202 202 8. Только в сентябре приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кюзлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Полное обследование, лечение, санаторные путевки в клинике-санатории Набережные Челны. Праздничные акции. Подробности по телефону 56 53 18. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan X-Trail от 1 380 000 рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. «Лада Гранта Кросс» держит слово. Здравствуйте! О погоде через минуту. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно, но сухо, 16 градусов выше 0. На северо-востоке Татарстана небо будет затянуто облаками, но осадков не прогнозируется. Днем 18-19 тепла. На севере Татарстана аналогичная ситуация, и только в Актаныше возможен дождь. 16-19 градусов. На северо-западе республики будет облачно и без осадков, плюс 20. На юго-западе Татарстана будет сухо, но пасмурно, 19-20 градусов выше 0. В центре Татарстана также без осадков, днем до плюс 19. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез? Тут что в упаковке? Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте.
В Казани малооблачно, без осадков. Днем до плюс 21. Ветер слабый, атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.